Анигрид Плонтке-Люнинг, доктор исторических наук, заведующая кафедрой классической археологии Йенского университета. Родилась в 1955 году в Берлине. Училась в школе с латинским и древнегреческим языками. В 1975-80 годах студентка Йенского университета. Получила подготовку по классической археологии, истории искусства, христианской археологии и византийскому искусству. В 1985 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Политика искусства императора Константина I в Трире, Риме, Константинополе и Иерусалиме». В 2005 году защитила докторскую диссертацию по раннехристианской архитектуре на территории Южного Кавказа IV-VII веков. Анигрид Плонтке-Люнинг участвовала в археологических раскопках на территории Абхазии, Грузии, Армении, Болгарии и Крыма. Издатель лексикона Реал Лексикон zur Byzantinischen Kunst. Спасибо большое, что вы приняли приглашение. Мой первый вопрос. Главный принцип античного костюма. Главный принцип – это драпирование, в отличие сшитой одеждой. И это различает античную, классическую, греческую и римскую одежду, например, с микенской одежды и средневековой одежды, и современной одежды. Скажите, вот с точки зрения человека 21 века, европейца, скажем, да, вот 21 века, чего больше в античном костюме, свободы или изящества? Ну, это, конечно, изящество, потому что со свободой очень сложно в античной одежде, потому что эти драпированные одеяния, трудно ходить, не трудно, но надо очень важно ходить в таком одеянии, и для нашего понимания это не очень практично. Говорят, что профессия очень часто меняет самого человека, отражается на его жизни и так далее. Вот ваши исследования, они как-то повлияли на ваши вкусы в одежде, на вашем гардеробе? Не очень, можно сказать, потому что ходить в драпированном костюме, это, конечно, сложно. Что для меня особенно интересно, это украшение. И античное украшение – это очень красивая вещь. В обществе византийском много внимания уделяли красоте, а не красота, не красивость воспринималась как трагедия. А что касается одежды, то одежда учитывала социальный ранг, социальное положение человека, значит, да? А как к этому относились в Греции и Риме? В Греции и в Риме социальный статус показывается особенно с качеством одеяния. Существовала более грубая шерсть, но и очень тонкий шерсть. И особенно, когда появляется шелк, это становится символом статуса. И в Риме, конечно, и показался статус разными полосами в туниках, особенно широкие полоса, узкие полоса. Это все означало разные статусы. Туника ближе к телу, чем палии, говорили римляне. Вы меня поняли? Да, это и у нас существует, эта пословица, по-немецки это называется «Das Hemd ist einem näher als der Rock». И это означает то, что ближе, это легче, с этим легче можно связываться или заниматься, и то, что немножко отдалено, это не так близко. Спасибо большое. Есть такая русская народная поговорка «Своя рубаха ближе к телу».
То же самое. Да, я благодарю вас, и я думаю, что посещение вашей лекции будет очень полезно и для меня, и для всех наших зрителей. Здравствуйте, мои юные друзья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И снова программа «Кафедра. Лекции на абхазском телевидении». Вы сегодня узнаете очень много интересного об античном костюме. Гость нашей программы – доктор исторических наук, заведующая кафедрой классической археологии Йенского университета имени Фридриха Шиллера Аннегрет Плонтке-Люнинг. Добро пожаловать! Мне хочется дать вам обзор 25 веков истории античного костюма. Недавно я читала лекции о социально-экономических вопросах текстильных товаров в античности. И в практической части этих лекций мы изготовляли почти 30 костюмов со середины второго тысячелетия до нашей эры до XI века нашей эры. И мы показали эти костюмы в большом показе античного костюма. И мне хочется вам показать эти интересные костюмы. К сожалению, без живых моделей. Искусство ткания – одно из основных изобретений человечества, и во всех временах одежда была важным знаком социального состояния. Но античные текстильные товары очень мало сохранены. Мы знаем античную одежду особенно с памятников искусства, со скульптур, со статуэток, рельефов, с греческой вазописи, со стенописи и мозаик. Так, большинство наших костюмов подражает античным памятникам. Мы должны учитывать, что у памятников своя специфическая репрезентативная функция, и что одежда изображена на памятниках не всегда соответствует ежедневной одежде, и, конечно, изображена одежда высших слоев населения. Наши модели быстро понимали, как сложно носить драпированный костюм, потому что законы тяготения в реальности намного сильнее, чем в изобразительном искусстве. Большинство одеяния классической античности было тканено отдельно на ткацком станке. Такой ткань был драгоценным. Даже для простой туники опытному ткачу нужно было 3, 4 или даже 5 дней. Обыкновенный человек не владел многими платьями. Но целая и чистая одежда определила человека. Это нам уже показывает эпос Гильгамеша из Месопотамии раннего второго тысячелетия до нашей эры. До времени римских императоров изготовление тканей было задачей женщин дома. Кто не знал бы образ преданной Пенелопы у ткацкого станка? Уже очень рано существовали разные виды тканей. В Египте особенно пользовался охлажденный холст, сырье которого, следующий, пожалуйста, Linum usitatissimum разводилось в дельте реки Нила. Существовало большое изобилие качества с грубого серого холста до нежной холстинки для каждого социального состояния. В Греции и Малой Азии преобладающим материалом был шерсть.
И для шерста было очень много разных качеств. С довольно грубого коричневого до очень нежного, легкого белого шерста, которым хвалились город Тарент во Великой Греции и Милет и Лидия на западном побережье Малой Азии. Во время римских императоров возникали большие ткацкие мастерские в провинциях Галлия и Иллирия, которые особенно работали для римской армии, сделали они туники, плащи и одеяла. Египетские папиры и известный приказ императора Диоклетиана о ценах в Римской империи с конца III века нашей эры нам дают представление о ценах. Не позже V века до нашей эры шелк был импортирован из далекого Китая. Шелк всегда остался роскошным. И, конечно, ткани античности не были белыми, но цветными, часто с орнаментами и с вышивкой, и очень часто с полосами и бордюрами, которые чаще всего прямо были притканены. Для крашения пользовались растительные средства, и, как вайда или синильник для синего цвета, мариона или красильный корень для красного цвета, дрог для желтого цвета и драгоценные сафрановые нитки крокуса для темно-желтого оранжевого сафрана. Существовало следующее изобилие нюансирования цветов, как нам показывают, например, помпеянские стенописи. Особенно драгоценным был пурпур. Следующий. Он добывался из тысячей багрянок на финикийском побережье Средиземноморья. Это была длительная и сильно вонючая процедура, которую запретили бы современные защитники животных. Так как наши химики точно знают элементы современных красок, античные красильщики пользовались опытами, передавающими поколения поколению. Но сейчас хватит предисловия. Сошительницей ткания была Афиния, следующая, Атена Эргане, заведующая мастерскою. Мы больше всего знаем Афинию победоносной войницей с копьем, но ее мудрость и изобретательный ум, по-древнегречески метис, уважались и в мирном ремесле, например, в строительстве повозок и кораблей. Например, Афиния помогла Ясону построить корабль Арго. Монеты малоазийских городов, например, из Трои, показывают Афинию с веретеном или шпилькой. Это мудрая богиня мирной цивилизации. У веретена было и практическое значение для роли Афини для работы с шерстью для греческих женщин и девушек. Во многих святынях Афины найдены веретена и грузили посвящены богине. Афине подарили в своем городе Афиняи в каждом году новый пеплос. Избранные девушки из хороших семей ткали 1 год этот пеплос, и на празднике Панатеная торжественно одевалась статуя Афини Паллиады новым пеплосом, который был сделан из изящного шерста в пурпурной и сафрановой красках. Символом божественной власти Афини явилась, следующий, пожалуйста, эгис или эгида, точно не знаю русское название, вот эта часть на плечах, которую ей передал отец богов Зевс. Первоначально эта эгис была козья шкура со змеями оракуля и горгонеем. Это все окаменевшая голова медузы, которую отрубил Персей, осматривающий в зеркало.
Позже эгис часто изображена золотом, и так и мы сделали. Это вот нынешняя Афиня. Когда в раннем 20 веке сэр Артур Эванс открыл миноистскую культуру в Крите, следующая, викторианская Британия и вильгельминовская Германия со своей модой корсети и кринолин были в восторге об изящных костюмах миноистских женщин второго тысячелетия до нашей эры. Они не носили драпированные платья, как классические гречанки и римлянки, но тесно сшитые кожаные корсеты и размахивающие юбки, и узкая талия отмечалась широким поясом. Наш модель подражает известной богине змеев из святыни Кносовского дворца. У богини голые груди – знак плодородия, но в Европе раннего 20 века это было скандалом, и мы показываем одетую грудь. Особенно указать хочется следующее на изящную шляпку, которая и сегодня привлекала бы интересы на всех королевских конских скачках во Великой Британии. Поля украшена металлическими аппликациями, и на голове царствует крапчатая кошка, миниатюрный леопард. Эта богиня, очевидно, была предшественницей госпожи животных, Потниатерон по-гречески, и со своими змеями и Афини. Эту утонченную одежду носили и аристократские женщины Микенской Греции. Мужчины были одеты более скромно. Часто они носили только передник. Это нам не хотелось показать, хотя люди из Кефтию, как Крит называлась в Египте, в таких передниках изображены в египетских стенописях. Но и в Крите, и в Микенской Греции мужчины и женщины носили более скромные туники. Эти туники, очень вероятно, из египетской холстинки, были украшены бордюрами с изящными растительными и зооморфными орнаментами, типично для миноистской культуры. Эти туники были более практичны, чем хитоны классической Греции и римские туники со своим узким отверстием для головы. Эгейские туники имеют и вот эту вертикальную прореху, которая помогает одевать эту одежду. В архаичной Греции приблизительно с начала VII до конца VI века до нашей эры следующие женщины из аристократии ходили в изящных платьях. Статуи девушек и они называются корай, коре по-гречески, посвящались перед свадьбой в святыни, чтобы просить счастную жизнь, но они и поставились на погребениях девушек, умеревших перед свадьбой. Эти статуи нам дают представление о роскошной аристократической женской одежде архаичного времени. Одеяние так называемой оксерской дамы, датированная в третью четверть VII века до нашей эры, показывает царапания. Так можно реконструировать орнаментальные росписи. Платье на плечах по-разному реконструируется, рукавато или как накидка, и мы решили показать накидку, конечно, с орнаментами. И наша дама еще носит широкий пояс, который исчезается окончательно в конце VII века до нашей эры. Статуя Фразиклеи была найдена в 1940
1972 году в Мириносе в Аттике совместно со статуей юноши, это Курос, они датируются в середину VI века до нашей эры. Фразиклея одета с длинным орнаментированным хитоном, и краски, и орнаменты довольно хорошо сохранились. Следующий. На красном фоне меандр, розетки, звезды, цветы. Венок из лотосовых цветок и лотосовый цветок в руке указывают на ее грустную судьбу. Фразиклея умерла перед свадьбой, самым важным событием женской жизни, и по приказу богов она должна вечно остаться девичьей, как сообщает надпись. Она и носит драгоценные украшения, ожерелье, серьги и парные браслеты, и ее длинные волосы тщательно причесаны. Другая надпись вот здесь на этой стороне, и сообщает, что Аристион по-русски изготовил эту статую. На Афинской Акрополе так называемый персидский щебень, это слой утрамбования после персидского разрушения Акрополя в 480 году до нашей эры, сохранил многочисленные статуи девушек и юношек. Но курой, эти юноши, изображены в героической обнаженности, и это мы не показываем. Так называемая кора в Пеплосе, датированная 535-525 году до нашей эры, она носит одеяние Афини, Пеплос. Пеплос был большой прямоугольный кусок сукна, который перекладывался во верхней части и потом была драпирована вокруг телом и закрыта булавками над плечами, на плечах. Эти булавки были длинными, и передаются истории, что эти булавки и пользовались смертоносными инструментами. Одежда коры с пеплосом сохранила выцарапания и остатки красок, так что можно реконструировать великолепные орнаменты, как показывает наш модель. Пеплос всегда носился поясом, и по виду опояснения различались атический пеплос, пояс на отвороте, как наша Афиня показала, и пеплос под этим отвороте, это аргивский пеплос, вот это как показывает наша кора пепловская. В позднеантичное время молодые княжны предпочитали более изящную одежду ионийских гречанок. Хитон и диплоидион – это такая короткая косая эпанча с двумя кончиками. И это диплоидион застегивался на правой плече. И всегда была снабжата богатыми орнаментами и бордюрами. Наш модель, следующий, пожалуйста, показывает такое красивое ничтожество, которое как будто предвосхищается шелковой роскошь императорского Рима. Диплоидион совсем исчезает с концом аристократской власти в Афинях. Наш модель и носит, как все, корой тщательную прическу, полосовидную шляпку и гранатное яблоко. Это был символом любви, плодородия и бессмертности. Репрезентативный хитон носит эта статуя возничия из святыни Аполлона в Дельфи, которая была посвящена победоносному спортсмену. Следующий. Атлет, вот наш модель, атлет носит на голове торжественную перевязку.
Общепринятной reprezentativной одеждой мужчин в архаичной, классической и эллинистической Греции были короткий опоясыватый хитон и химатион. Химатион был знаком афинского гражданина, как позже будет тога знак гражданина Рима. Химатион – это ткань приблизительно 1,5 на 3 метра величины. Я покажу, как это драпируется с этим шарфом. Конечно, больше. Положилась на левое плечо, потом положилась за спиной и появилась потом с красивыми складками, это сейчас не получается, вот так на левую руку. И потом это, конечно, было длиннее. И это система драпирования всех плащей в античности. Возможно, и было завернуться полностью в химатион. Следующий. Это представительное одеяние носили и статуи богов, как Зевс и Посейдон. В такой одежде можно двигаться только медленно и важно. Дома и для работы мужчины и женщины предпочитали простой хитон. Молодые граждане Афин, Эфебы, следующие, отбывали военную службу во возрасте 18 до 20 лет. У них намного более практичная одежда. Над коротким опоясыватым хитоном они носили хламиду, плащ укреплен фибулой на правой плече или у горла, и эта хламида дала свободу передвижения. Против солнца они носили петасос, это фетровая широкополая шляпа. Эту одежду и носил курьер богов Хермес. И, конечно, и охотники, и странники ходили в этой одежде. Кому уже захотелось шагать в химатионе по скудному ландшафту Аттики. Дамы классической и эллинистической Греции ходили в хитоне и в химатионе, конечно, все было длиннее, как показывают наши красивые модели. Они подражают статуям, пожалуйста, следующий, известных дам из Геркуланиум. Это геркуланские, это копии поздних классических скульптур, датированных в последней четверть IV века до нашей эры. Это длинная история римских копий греческим статуям. Эти статуи очень любили в Риме. Еще в III веке они предпочитались базой женского римского портрета. Наши скульптуры первоначально, наверное, изображали Деметру и Кору. И они пришли уже в 1736 году в Дрезденские собрания античности. Обе дамы носят, следующие два раза, обе дамы носят дымовую прическу, очень сложная прическа, волосы на голове разделяются проборами и крутаются и сзади пучок. Эллинистические терракотовые статуэтки, так называемые танагра-фигурки, носят эту прическу и эту одежду. Их название связано с городком Танагра в Бойоте в Северной Греции, где были найдены такие статуэтки впервые в конце XIX века. Сегодня ясно, что не Танагра была центром, как думалось тогда, но
что существовали места производства во всех частях греческого мира, особенно в Афинах, Эфесе и Александрии в Египте. Эти статуэтки были очень популярны, они олицетворяли идеалы женщин, красоту, красивую одежду и прическу, украшения, предметы женской жизни, и они в конце сопровождали женщин на последней дороге. Наш модель следующий подражает восхитительной голубой даме парижского Лувра. И вот здесь и видно, что многие из этих статуэток нам дают хорошее представление сильного античного колорита. Приветствуем и соседов греков. В далеком холодном северо-западе следующий жили кельты, элиты которых очень уважали греческие столовые обычаи, посуду и вино. В Хallstatte в Австрии и в Хессене в Германии найденные текстильные фрагменты дают возможность реконструировать красочную одежду кельтов. Они тканили следующие прекрасные клетчатые ткани, как мы знаем из сегодняшней Шотландии. Кельтский князь из Glauberga в Хессене был одет с странным кафтаном, с декоративными бордюрами, который закрывался поясом. Кельты носили штаны, как многие варвары. Наш князь носит клетчатые штаны, чтобы показать эти кельтские ромбы, тартан по-английски. Очень необычно, как вы уже заметили, его шапка – это листьевая корона. Следующий. Такую шапку носил и статуя, найдена в кургане на горе Glauberge, где похоронен этот князь. Эта статуя создана в позднем VI или раннем V веке до нашей эры, и так она синхронна, два раза, пожалуйста, с позднеархаичными юношами в классической Греции, которые тоже были поставлены на погребениях. Glaubергский князь ориентировался со своей скульптурой в далекими почтенными греками, но исполнение совсем по-кельтски. Наша кельтская княжня одета в платье, реконструирована с помощью текстильных фрагментов из женского погребения V века до нашей эры в некрополе в Хallstatte. Почти это современное вечернее платье. И ее одеяние сино. Кельты часто употребляли синой краской, которую они изготовили из синильника. Их воины даже красили свои лица синой краской, что дало им ужасный вид и испугало врагов. Но против армии Кесара в конце концов им не помогло. Соседи греки на западе были этруски, богатый, пышный народ в Средней Италии, которому римляне настолько были обязаны в области культуры, что они постепенно, но окончательно уничтожили их язык. Этруски и носили подобную грекам одежду, хитон и химатион. Но уже с VI века до нашей эры, следующий, пожалуйста, у них существовало специфическое одеяние с округленной каймой на нижней стороне. Это тога, которую римляне перенимали и постепенно развивали, особенно преувеличивали. Тога с округленной каймой на нижней стороне прикладывалась частично и потом была драпирована как химатион вокруг тела. Наш модель показывает известного оратора этрусского князя Aulus Metellus, которому посвящена бронзовая скульптура, ныне находящаяся во Флоренции. Тога императорского времени была намного больше. Члены
семьи императора Августа на известном алтаре мира Ара-Pacis в Риме одеты этим представительным костюмом. Реконструкциями выяснилось, что длина этих тог была больше 5 метров, ширина до 3 метра. Верхняя часть перекладывалась, и потом ткань завертывалась вокруг тела, образующая много складок. Агриппа, зять Августа, изображен тогой капитевилато, покрытой головой. Это было необходимо для жертвоприношения. Наш Агриппа, который уже виден, и показывает туника латиклавия. Это туника со широкими пурпурными полосами. Эта туника была привилегией сенаторов во время Римской республики. Рыцари, эти эквитес, им разрешалось только туника ангустиклавия, туника с узкими полосами. Но во время Августа уже всем разрешилась эта туника латиклавия, если она была доступна, потому что пурпур был очень дорого. Но тога – это такие массы ткани. Тога была символом римского гражданина, и она была белая и должна была быть всегда чистой. Для чистки существовали специальные мастерские, фулоники, химчистка. И для чистки рядом со содой пользовалась и моча. Мастерские имели право поставить сосуд у входа, чтобы собирать мочу проходящих. Отвратительно. Античность не всегда пахнела фиалками. Еще раз о тоге. Римляне не очень любили тогу, потому что она была непрактична. Но когда будущий император Септимий Север появился на симпозиуме императора Марка Аврелия в более удобной одежде, ему сразу одолжилась тога из императорского склада. Только тога была приличествующей этому событию. Римская женщина, Матрона, ходила еще в одеянии подобно греческой классике, но новым элементом была стола, дополнительное платье над туникой. Стога закрывалась на плечах крученным шнуром. Это немножко сложно шьется, но вы это видите, вот эту схему. 2 раза, пожалуйста. Золотая полоса на кайме показала высокое состояние женщины. Так как Ливия, супруга Августа, ходит и наш модель. Над туникой и столой целомудренная Матрона всегда носила палла. Палла – это римская версия химатиона. С времени Августа и китайский шелк импортировался в Рим. Шелк был невероятно дорого, и консервативные римляне жаловались на безнравственность, появляющуюся этими легкими тканями в Риме. Сенека, например, ругал, что нельзя называть такие вещи платьями, потому что они не скрывают женское тело. Следующий. Наш, к сожалению, очень скромный модель показывает на своей шелковой тунике специфическое ожерелье с 2 цепочками, закрытыми медальонами на груди и на спине. Такие представительные ожерелья уже носились в классическое и эллинистическое время. Следующее. Молодые девушки носили это ожерелье до свадьбы. Это был знак девичий. Сохранившиеся экземпляры из клада Hoxne, что вы здесь видите, и из Египта очень узкие, подходящие девушкам возраста 13-15 лет.
Вернемся к драгоценному шелку. Некоторые императорские приказы I и II века нашей эры запретили шелк, но не слушались. В III веке шелк становится императорской тканью и символом состояния. Но римляне, конечно, и носили практическую одежду. Очень популярно был, следующий, пожалуйста, был кукулус с башлыком, пляж против дождя и для путешествия. Римляне перенимали этот кукулус с кельтов, из Галлии. И кукулус до сегодняшнего дня пользуется в церковной одежде. Настоящий кукулус производился из темного фетрового шерста и держался на всю жизнь, если не плотные моли были быстрее. Мужчины, женщины и дети носили кукулус, у женщин он, конечно, был длиннее. Зимним плащем часто пользовалась пенула. Следующая, пожалуйста. Пенула. Она была кругло шита, что дало много свободы движения и возможность носить этот плащ даже над тогой зимой. Римляне перенимали пенула из Великой Греции. Пенула была особенно элегантна из кожи, но чаще была из шерста или крепкого холста. И часто темного цвета, зима, но иногда и светло. И, конечно, длиннее для женщин. В регионах, захваченных римлянами, особенно на северо-западе, перенималась римская одежда сперва мужчинами, постепенно и женщинами. В Греции и Малой Азии дальше предпочиталось эллинистическое одеяние. О соседах. Важнейшими соседами Рима на востоке были парфяне. Наш модель подражает костюму парфянского князя из Шам-Изы в Иране. Эта колоссальная скульптура сейчас находится в Народном музее в Техране. Датируется со середины I века до нашей эры до середины II века нашей эры. Характерно для иранцев широкие штаны, которые были очень практичны, чтобы ехать верхом. Символами высокого состояния нашего князя является золотой торквис, но подобные украшения носили и северо-западные кельты. И золотая диадема, лента вокруг головы. Александр Великий перенимал этот знак власти из иранского дворянского ритуала для эллинистических королев. Но в Риме перенимал только Константин I в начале IV века нашей эры эту диадему, которая долго была связана с представлениями восточного правомочия в Риме. И сейчас мы прибываем в позднюю античность. Из этого времени следующий сохранились в сухом песке Египта большие фрагменты текстилей, даже целые одеяния. Египтяне любили украшать свои костюмы с обшивками и бордюрами, с геометрическими или фигурными орнаментами. В позднем XIX и раннем XX веке такие клави, такие обшивки пришли во все европейские музеи. Их тогда просто вырезали из костюмов. Сегодня мы намного больше заинтересованы сохранить целые одеяния и по возможности и их археологический контекст. Такие соображения тогда не были важны. Нас особенно затрагивают детские туники. Мы реконструировали такую тунику с геометрическими аппликациями. И вот наш мальчик. И теперь
Наконец, открываем ворота подавляющему великолепию императорского двора в новой столице Константинополь. Следующий. Император Юстиниан и его супруга Феодора изображены со свитой в мозаиках церкви Сан-Витале в Равенне. Равенна в VI веке была под властью Константинополя. Justinian ходит в белой шелковой тунике и пурпурной шелковой хламидой, произведены в императорских мастерских Константинополя. Красильни пурпура на финикийском побережье уже давно были императорскими монополиями. И при Юстиниана повезло привезти шелковую бабочку Bombyx mori называется по-латински. Повезло привезти шелковую бабочку в Константинополь. И так начинается великая и длинная история императорского производства шелка в Константинополе. Византийские императоры пользовались шелком в дипломатические подарки, как уже столетия заранее китайские царя. Вот эта хламида Юстиниана наделена стаблион. Это четырехугольная обшивка. Таблион играла большую роль в императорском и церковном ритуалах. И светскому, и небесному государям принести дары разрешалось только покрыванными руками. И этим пользовалась эта таблион. Большой орнамент на правой плече – это знак различия, соответствующий сегодняшним погонам. И Феодора носит белую шелковую тунику и пурпурную хламиду. Кайма эта хламида показывает поклонение Христа магами. Христос сидит на колене Богоматери. Богоматер была покровительницей города Константинополя, и так Феодора указывает на тесную связь императорского дома с Богоматерей. Justinian и Феодора носят короны с жемчугами и драгоценными камнями. Это называется стемма по-латински. Император сопровождается свитой. Это светские, военные и церковные личности. Мы выбирали для показа высокого чиновника с белой шелковой туникой и такой же хламидой, на которой там нашита этот таблион в пурпуре. Его знак различия, конечно, меньше того императора, как и его фибула, держащая хламиду на правой стороне, более скромна, чем фибула императора. Мы представляемся, что он препозитус sacri cubiculi, настоятель святой спальни. Это немножко странное название, именовало настоятеля всего дворца. Это была очень высокая должность. Часто евнухи выполнили такие должности, потому что они были без претензий для своего потомства. У них же не было потомства. Феодора тоже сопровождена свитой. Мы выбирали даму высокого различия. Ее туника с парчой и шелковая хламида у нее. Феодора и ее дамы, наверное, часто совместно сидели и занимались вышивкой, но они на переднем фоне, на заднем фоне и принимали участие в политику ранневизантийского империя.
В среднее и позднее византийское время императорский костюм стал более и более богато жемчугами и драгоценными камнями. И одеяние дворянов было богато снабжено камнями. Мы выбирали для показа даму с этого занавеса, Untertuch называется, драгоценное вязание с фигурами приблизительно 1060-х годов. Изображены персонификации городов со стеной короны, но это, конечно, так, что они одеты современными костюмами. Длинная белая шелковая туника и верхняя короткая туника, декорированные бордюрами с камнями и очень богата и корона. Очень интересна и история этого занавеса. Оно прибыло в Баварию епископом Гунтер в Бамберг. Этот архиепископ странствовал в 1064 году в Иерусалим, и на обратной дороге он остановился и в Константинополе, где его принимали из-за высокой и красивой роста и фигуры, как будто он инкогнито путешествующий король из Германии. И ему подарили этот занавес. Он скончался на возвратном пути во Венгрии. И его потом погребали в этом занавесе, и потому и середина так плохо сохранена, это император на коне. Драгоценные шелковые ткани и парчи и посылались на восток. Следующий, пожалуйста. Великие таосские багратиды Давид и Баграт изображались на южном фасаде санктуара Ошского собора, построенного в 60-е годы X века. Они там стоят в костюмах из драгоценного орнаментированного шелка. Очевидно, это были дипломатические дары из Константинополя. Следующий, пожалуйста. Наш модель подражает Давиду, долголетнему князю Тау, в пышном пляще серебряного шелка. Так закрывается наша поездка по античному костюму с кавказским моделем. И я, следующий, пожалуйста, и я вам благодарю за внимание и что вы выдержали мой странный русский язык. Спасибо. Вы осветили проблему античной одежды, античного мира. Вот скажите, пожалуйста, вы сказали об одежде высших слоев общества, социальных. А какова была одежда рабов в античном мире? Они носили одежду из более темного, из более простых текстилей, не так тесно тканью, и короткие хитоны, и более грубые одеяния. Но они не голыми ходили. В эллинистическом времени изображены иногда рабы. Это была так называемая жанровая скульптура. И видно, что у них очень простые хитоны, иногда только укреплено на одной плечи, но с поясом. И это были простые и более дешевые хитоны. Спасибо. Второй вопрос. Было ли определенное предпочтение в античном мире пиршеской одежды? Потому что античный мир, знаете, в той же Греции праздники пиров и так далее. Была ли определенная одежда? Предпочтение пиршеским праздникам? Да, всегда было более роскошное одеяние.
И даже существовали ткани с золотыми и серебряными нитками. Это особенно драгоценная одежда. Особенно это в эллинистическое время, конечно. Но мы имеем уже в Илиаде и в Одиссее указания на такую одежду, но это нам, конечно, не сохранилось. Вы сказали об одежде античного мира. Все-таки Кавказ, да, Причерноморское побережье Кавказа относится к греческой икумене античного мира. Есть ли какие-то проникновения одежды античного мира той же Греции на Кавказ, на Черноморское побережье Кавказа? Имеете ли вы какие-то сведения? Это мы должны спросить нашего коллега. Он очень хорошо разбирается в материальной культуре. Я так точно это не могу сказать, потому что прямые сведения в античной литературе не так. Но мы знаем, что была школа риторов, ораторов на восточном побережье Черного моря. Так что можно предполагать, что они ходили, конечно, в Химатионе. Так что, в принципе, но большинство населения осталось в своем одежде. А вот хотелось бы спросить, мы видели украшения, вообще очень мало было украшений, обычно у мужчин, которые говорили об их сословии. А какие у женщин были украшения того времени? Но это зависит и от времени. У Пеплос, например, всегда носился этими булавками. И, конечно, было богатое украшение, но это показать всегда это еще более сложно. И мы видели у архаичных кор, у этих дам архаичного времени, что у них изящное украшение. И, конечно, у римских дам было очень качественное украшение. Но что я показала, вот эти цепочки, эти по-немецки это Körperkette называется, это что-то специфичное, что видно было знак девушек. И я всегда удивляюсь, что современная мода не принимает этот вид украшения, потому что это очень репрезентабельно и красиво. Здравствуйте. Вот у нас, у абхазов, в культуре абхазов, по одежде и по ношению головного убора можно было определить, замужем девушка или нет. Были какие-нибудь отличительные черты у афинянок, по которым можно было определить, замужем афинянка или нет? Я плохо поняла. Если вот эти архаичные дамы, это девушки перед свадьбой. Это была такая привычка, что эти аристократские семьи дали скульптуру в святыню до свадьбы, потому что это было связано с желанием для хорошей и здоровой жизни девушки, которая скоро ходила потом замужем. И женская жизнь была опасна, потому что роды были всегда опасны, и есть и много сведений, что молодые женщины умерли, и это, конечно, они умерли в связи с родом. Так что
семьи дали эти скульптуры в святыню, чтобы попросить хорошую жизнь. И другой вариант, это что они поставили статуи на погребениях умерших девушек, которым не повезло выйти замужем. Потому что, правда, вот свадьба была самым важным событием в жизни жен, так можно сказать. И потом вот эта римская дама, это Матрона, это женщина замужем, это с этой стола, со столой. Это был знак женщин, которые были замужем в Риме. Но не все любили, потому что это совсем закрывало тело. Они больше любили ходить в шелковом хитоне или в шелковой тунике. Это ребята, которые родились и выросли у нас после нашей войны. Вот я сначала вот у них хочу спросить, скажите, вы встречаете в Абхазии женщин зрелого возраста, я не имею в виду молодых, в длинном черном платье, не подшитом, с неподшитым хитоном? Если в античности, да, человек выходил на улицу, это означало знак траура. То у нас очень долгое время, это последние 20 лет у нас изменилось. А так вот, женщины, которые были в глубоком трауре, хотя у нас в стране очень много людей в трауре, да, даже те, которые сегодня в глубоком трауре, они уже не одевают неподшитое платье. Но я помню это время хорошо, я помню в моем детстве, когда с неподшитыми платьями ходили женщины, которые потеряли очень близких людей. Такой элемент, вот, скажем, хитон неподшитый, вот как в античности. Вообще у других народов встречается это или вот чисто вот такое античное явление? По-моему, это существовало. И я вообще не знала, что это продолжилось даже в 20 век. Я здесь была в Абхазии в 80-е годы, но никогда не видела таких женщин. В эпоху Византии уже очень модная и востребована была одежда такая пестрая, да, по цвету, яркие цвета, пестрые. Вот. В эпоху античности, греко-римский период, какие цвета были предпочтительные? У них было очень много цветов. Я только одно показала, вот это стенопись из Помпеи. У них большое изобилие разных оттенков. У нас часто представление, что все было белое или так, но они любили цветы, очень крепкие цветы. Насыщенные краски, да, вы имеете в виду, да, насыщенные цвета. Да, но особенно в эллинистическое время они предпочитали более пастеловые, как мы это видим у этих танагра фигурок. Они голубой, розовой. Это краски, видно, зависят немножко от времени. Но в эллинистическое время предпочитались эти пастеловые, розовые, это голубое. Ну, насколько я понимаю, туника продолжает жить. Да. Только что в интернете я видела информацию, реклама туники в новой коллекции 2014 года. То есть можно сказать, что, конечно, не полный античный костюм, но определенные виды античного костюма, определенные элементы, отдельные детали и так далее, они не ушли в прошлое, не остались в истории, они продолжают жить новой жизнью, но, скажем так, в новом формате. Было очень интересно. Спасибо вам огромное.